Давайте, ребята, учиться считать, делить, умножать, прибавлять, вычислять. Запомните все, что без точного счета не сдвинется с места любая работа. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Асель Кубатовна, и мы сегодня проведем урок математики вместе. Телеурок. Откройте тетради, запишите число. Давайте повторим предыдущие темы. Ответьте на вопросы. Приведите пример суммы. Как называется результат сложения? Приведите пример разности. Как называется результат действия вычитания? Приведите пример умножения. Знаете ли вы, как называются компоненты действия умножения? Что обозначает слово умножение? Что обозначает первый множитель, а что второй? Ребята, нам принесли письмо. От кого это письмо? Давайте прочитаем. Здравствуйте, ребята, меня зовут Маша. Я прошу у вас помощи. Баба Яга украла моего братца. Помогите мне его спасти. А чтобы узнать, из какой я сказки, выполните задание. Запишите произведение в виде суммы, вычислите значение этой суммы. Каждому значению соответствует буква. Расположите буквы в порядке возрастания их значений. Сказка называется «Гуси-лебеди». Кто знает эту сказку? Вспомним, ребята. Поможем Машеньке? Нам надо торопиться. Пришла Маша к Бабе-Яге. Она дала Маше задание. У Маши есть паровоз с 3 вагонами. Желтый, синий, красный. Сколько разных поездов с 3 вагонами она может построить? Правильно, 6. Замените сложение, где можно, умножением. Всегда ли сложение можно заменить умножением? Нет, только при условии, когда действия сложения, а слагаемые одинаковые. Следующая, ребята, это игра «Передай мячик». Назовите число, которое на 2 больше предыдущего. Называем натуральные числа в обратном порядке. Схватила Машенька братца и побежала домой. Бежит, а на пути ей речка. Речка, речка, спрячь нас от гусей и лебедей. Выполните мое задание, тогда помогу, говорит речка. Решите задачу. Если знаешь умножение, на вопрос ответишь смело. Сколько птичек-невеличек на кормушку прилетело? Воробьев дрочливых пара. И синичек тоже пара. Пара сизых голубей. И 2 пары снегирей. К 2 прибавить 2, прибавить 2, прибавить 2 и еще раз прибавить 2 равно 10. Как записать решение короче? Правильно, умножение. 2 умножить на 5 равно 10.
Журавли летят по небу. Впереди их было 8, а за ними тоже 8. 8 юных журавлят. Не отстать от них спешат. Сосчитайте поскорей, сколько было журавлей. К 8 прибавить 8 и прибавить 8 равно 24. 8 умножить на 3 равно 24. Что показывает первый множитель? А что второй? Ребята, какие задачи мы будем решать сегодня на уроке? Задачи на умножение. А тема нашего урока – текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножения. Сегодня на уроке мы научимся решать задачи на умножение, заменять сумму одинаковых слагаемых новым арифметическим действием умножения, моделировать с помощью схематических рисунков и решать текстовые задачи, находить разные способы решения задачи, выполнять задания творческого и поискового характера. Укрыла речка сестричку с братцем, а гуси-лебеди пролетели мимо. Бегут дальше, на пути яблонька. Выполните мое задание, тогда я вам помогу, говорит яблоня. Запишите выражение, с помощью которого можно получить ответ на вопрос, используя действие умножения. У зайки, зайчихи и зайчонка по 10 морковок. Сколько всего морковок у семейки? 30. Сова купила 2 ручки по 7 сомов каждая. Сколько денег она заплатила? 14 сомов. У одной бабочки 2 крыла. Сколько крыльев у 2 бабочек? 4. Ежик ел в день по 2 грибочка. Сколько грибов он съест за 5 дней? 10. Укрыла яблонька наших героев, а гуси-лебеди полетели мимо. Бегут Машенька с братцем, а гуси-лебеди почти их нагоняют. На пути стоит печка. Выполните мое задание, тогда я вам помогу, говорит печка. Самостоятельно решите задачу. В одной коробке 6 карандашей. Сколько карандашей в 4 таких коробках? Кто может решить задачу без помощи? А кому нужен помощник, возьмите подсказку. Сколько карандашей в одной коробке? 6. Сколько коробок? 4. Какой вопрос задачи? Сколько карандашей в 4 таких коробках? Это значит, по 6 возьмем 4 раза. Как записать решение задачи? Сложением. 6 прибавить 6, прибавить 6 и еще раз прибавить 6. А как записать решение задачи умножением? 6 умножить на 4. Запишите ответ задачи. Ответ: в 4 коробках 24 карандаша. Можно ли записать решение так: 4 умножить на 6? Нет. Почему? Нужно взять по 6 карандашей 4 раза. Укрыла печка наших героев, а гуси-лебеди полетели-полетели, покричали-покричали и вернулись к Бабе-Яге ни с чем. Бегут Машенька с братцем счастливые, вернулись домой, где их ждали родители с гостинцами. Домашнее задание, ребята, задача на моделирование. Дедушка красит забор.
Он закрашивает доски по очереди красным, желтым и зеленым цветом. Потом снова красным, желтым и зеленым. И так весь забор. Сколько досок в дедушкином заборе? Если первую и последнюю он закрасил красным цветом. А желтых досок получилось 7. Результатом данной работы может быть аппликация, рисунок, а может быть и схема. Выполните работу на альбомном листе, красиво его оформите. Ребята, какие задачи мы научились решать сегодня на уроке? Кто понял, как решаются такие задачи? Какие способы решения таких задач вы узнали? А для чего нам нужно умножение? Чтобы правильно и быстро посчитать, сколько стоит 5, 6, 7 тетрадей, ручек, карандашей, хлеба или печенья. Портному нужно умножение, чтобы узнать, сколько метров ткани потребуется, чтобы сшить 10-15 одинаковых курток, костюмов, юбок. Строителям, чтобы узнать, сколько надо кирпичей, гвоздей, красок. Водителям, чтобы посчитать, сколько литров бензина надо на дорогу, до города, до села. Телеурок. Оцените свою работу на конце урока и свое настроение. Как вы думаете, кто из вас сегодня работал отлично? А кто думает, что он хорошо поработал? А может, есть недовольные своей работой? Молодцы, ребята! Я считаю, что сегодня все поработали хорошо. До новых встреч!